Министерство иностранных дел продолжает информировать вас о наиболее актуальных событиях международной повестки. 25 октября президент Украины Владимир Зеленский предложил создать аналогичные Крымской платформе международные площадки для так называемой деоккупации других территорий, в том числе и Абхазии. На это предложение отреагировал министр иностранных дел Республики Абхазия, заявив, что, цитата, «Граждане Республики Абхазия сделали свой исторический выбор и с оружием в руках отстояли право на построение независимого государства. Любые попытки искусственно втянуть Абхазию в какие-либо форматы, предполагающие изменение политического статуса нашей республики, абсолютно бесперспективны. Республика Абхазия твердо намерена идти по пути укрепления и развития собственной государственности, невзирая на любые провокации извне». Также на прошедшей неделе состоялся рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию. Он там встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления межгосударственного сотрудничества двух стран в торгово-экономическом направлении. Алиев предложил создание нового трехстороннего дискуссионного формата «Азербайджан, Грузия, Армения». Также Алиев отметил, что Азербайджан в 2022-2023 годах планирует вложить дополнительные инвестиции в развитие железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс. Интересным фактом данного события стало то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не была в курсе визита своего коллеги из Азербайджана. Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашинян в Россию на трехсторонний саммит для обсуждения нормализации отношений. Встреча глав государств запланирована на 31 октября в городе Сочи. В этом направлении наметились позитивные тенденции, которые подтверждаются последним заявлением Пашинян. Армения согласна установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным Россией, и готова подтвердить это на встрече лидеров трех стран в городе Сочи. Особое внимание было приковано к выступлению президента России Владимира Путина в ходе итоговой пленарной сессии 19-го заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». В своей речи Владимир Путин уделил особое внимание идеологическим расхождениям между Западом и остальным миром. Говорил про причины и истоки нынешнего конфликта. Как прокомментировал пресс-секретарь президента, Путин представил в своей речи видение международных отношений на ближайшие десятилетия. Речь Путина не просто программная, а мировоззренческая, глубокая и прикладная. Она войдет в десятку золотых выступлений президента за 2022 год. С видеовыступлением можете ознакомиться на телеграм-канале медиацентра МИД Абхазии. Также президент России Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Владимир Путин заявил, что Россия делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном. Также отметив, что Россия не может оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению. Одной из главных новостей прошедшей недели стало завершение российской стороной первой стадии работ по увеличению пропускной способности пограничного перехода с Республикой Абхазия. Открытие двух дополнительных полос движения увеличит пропускную мощность погранперехода МАП-Адлер до 1000 автомобилей в сутки. МИД Абхазии продолжит информировать вас о наиболее актуальных событиях международной повестки.